царство, вечность, мир, золотые являются одни из самых популярных мест в Якутии. Давайте же посмотрим, как проходит экскурсия для тех участников международных интеллектуальных игр, которые никогда в своей жизни не видели настоящей русской зимы. Царство вечной мерзлоты – огромный ледник в сердце горы. Холод здесь держится круглый год. Зимой температура не опускается ниже минус 10 градусов, а летом не поднимается выше минус 4. Перед входом в ледяной комплекс гости должны надеть специальную морозоустойчивую одежду, которая будет защищать их от низкой температуры. Царство вечной мерзлоты – достояние Якутии. Именно сюда в первую очередь привозят гостей нашей республики. Это была великолепная экскурсия. Я никогда прежде не была в ледяном музее. Все скульптуры и статуи очень красивые, но помимо красоты, внутри очень холодно. Вы можете увидеть это по моим замерзшим щекам. Моя подруга сказала, что они полностью красные. Это не первый раз, когда я вижу снег. Очень редко, но все-таки бывает, что у нас он выпадает. Его уровень не превышает несколько миллиметров. Поэтому я могу с точностью сказать, что совсем не видела реального снега, такого снега, как здесь, в Якутии. Мы посетили удивительное место. Да, там очень холодно, но ты перестаешь замечать низкую температуру, когда смотришь на ледяные произведения искусства. Я был в местах, где есть снег, но его было не так много, как здесь, и это стало для меня чем-то новым. Последний день игр. Чувствуется легкая грустинка, что скоро все закончится. Давайте узнаем, чего участникам будет не хватать после их окончания. По чему вы будете скучать и чего вам будет не хватать после окончания игр? Шведского стола и общаги, моих друзей, с которыми я познакомилась здесь. Мне не будет хватать своих новых друзей, приобретенных в конференции МИИ, и, конечно, экспертов таких иностранных, да. Мне будет очень не хватать моих ребят, с которыми я познакомилась. Это очень важно для меня. И я также очень много опыта получила. Это лично мое мнение, здесь самое хорошее – это еда. Поэтому здесь же у нас шведский стол. Поэтому я буду скучать по нему, и к тому же я еще подружился с иностранцами. Я думал, они будут говорить только о науке, но оказывается, это совсем не так. Мы с ними вместе смотрели футбол, Хорватия, Англия, и поэтому я буду по ним скучать и также по еде. Мне очень будет не хватать своих друзей, которых я здесь нашла. Больше, получается, занятости какой-то, потому что каждый день очень активно проходил. И после игр наступает такая пустота, что не пообщаешься ни с кем. В первую очередь я буду скучать по этой игре, по этой международной игре. Я познакомилась с иностранцами, познакомилась с волонтерами своими. Они все очень добрые, все очень веселые. Также я не забуду преподавателей, кураторов. Все очень добрые, и мне очень здесь понравилось. Мне не будет хватать, наверное, все-таки самой Олимпиады. Достаточно интересная Олимпиада была. Я бы еще хотел побольше пообщаться с иностранцами. Я познакомился с ребятами из Сингапура. Буду скучать по новым друзьям, которых я обрел, по волонтерам, по душе. Мне будет не хватать некоторых людей, с которыми я познакомился. Участие в конкурсе подарило мне много впечатлений, набрался опыта в робототехнике. Я, наверное, буду скучать по новым друзьям. Что бы вы могли посоветовать будущим участникам игр? Побольше тренироваться. Да, у нас очень много свободного времени оказалось, и это можно было, наверное, потратить более эффективно, что ли. Главное – терпение, удачи вам, и главное, не волнуйтесь, все у вас впереди. Если вы проиграете, то не стыдитесь. Наверное, приезжайте с хорошим настроением,
и всегда быть дружелюбными ко всем. Будущим участникам я бы посоветовала подготовиться к знакомству с разными национальностями. Подготовьтесь к этим играм, так как здесь призы очень хорошие, это реально. Не волноваться. Я очень волновалась, когда выступала, и это помешало мне. Они должны знать немного хотя бы иностранного языка, английский. Больше знакомиться с иностранцами. Ну, будущим участникам игр я бы посоветовал, во-первых, готовиться сильно. Это, ну, вообще я призер, да, и быть призером это реально, это можно. И не надо думать, что это невозможно, нужно готовиться, верить в это, и тогда все получится. После трехдневной кропотливой работы участники направления IT-экатон наконец приступили к защите своих проектов. Каждая команда детально проработала свои проекты, вкладывая частичку себя. У нас проблема под номером 4, профессиональное образование, получение его, то есть, и все это, когда образование не доходит до тех мест, которые труднодоступны. Суть нашего проекта состоит в том, чтобы создать такой глобальный квест, и решая этот квест, другие игроки со всего мира будут объединяться между собой, чтобы решить нашу глобальную задачу. И они будут между собой советоваться, делиться подсказками, и таким образом между ними появится взаимопонимание, чтобы дальше сотрудничать в дальнейшем. Своим мнением о защите проектов поделился ментор, курирующий работу сразу 3 команд. Да, есть и сильные, и не очень сильные, вот, потому они, думаю, еще некоторые, не все, а некоторые могли еще выложиться по полной, а многие очень хорошо, большинство из них очень хорошо поработало, ну, я лично так считаю. Подведение итогов и выявление сильнейших направлений IT-экатон состоится 14 июля в стенах корпуса факультетов естественных наук.